Как считаете, как будет развиваться дальше ситуация в Украине? Сможет ли Путин пойти какой-то большой войной или будет дальше продолжаться вот эта какая-то тлеющая война на востоке Украины, которая все-таки придает неспокойность вообще ситуации, нормальному развитию государства дальше? Мы ничего не можем прогнозировать. Я понимаю, что каждый из тех, кто говорит о политической ситуации, хочет мнить себя оракулом. Я не хочу мнить себя оракулом, потому что каждый оракул в итоге оказывается идиотом, когда он ошибается. Мы имеем дело с обезьяной с гранатой. Причем не с одной, а с достаточно большим количеством. Мне достаточно было прослужить в советской армии 2 года, которые я отдал, да, чтобы понять, на что способны, допустим, безголовые люди с погонами. Да, когда пьяные 2 Кавказа, или нет, это были кто-то из Средней Азии, угоняют 131-й ЗИЛ, который... Я служил в Тарту. Кстати, командиром моей дивизии был Джохар Мусаевич Дудаев. Чего себе? Да. И мы с ним общались, и с его женой мы общались, потому что у меня была эстрадка в Доме офицеров, и когда они приехали, они долго жили в соседней комнате в Доме офицеров, и я даже не знал, кто это, потому что он ни разу не одевал форму. Просто приехал какой-то усатый дядька, совершенно интеллигентные, чудесные люди, и они у меня брали каждый день, мы готовили плитку там готовили то супчик, то картошку пожарить, и просто мы общались, чудесные были люди, и вдруг звонит Карабанов, наш начальник, говорит: так, быстро на построение. Мы на построении, на плац, быстро, в трубу. И представляют нового командира дивизии, я вижу, он был еще полковником, а это новый командир дивизии, полковник Дудаев. Да, но он запомнился очень хорошим человеком. Мне было тогда 19 лет, то есть это вторую половину моей службы. Он пришел, когда наша дивизия получила 2 за стратегические. Это стратегического назначения дивизия в Тарту, которые бигфайры, бомбардировщики, которые ядерные бомбы на длительные расстояния, всякие, на дальние расстояния. И наша дивизия получила 2 на учениях. Вы представляете, что это такое? Разбомбили какие-то там свинарники вместо цели. В общем, какой-то был как в кино, короче, или хуже, чем в кино. И после этого нашего командира дивизии его уволили, скинули, и пришел тогда Джохар Мусаевич. Говорят, что его жена где-то живет рядом в Майами, и я хочу очень ее найти, потому что она, до сих пор я помню, насколько это теплый, удивительный, интеллигентный человек. Она же тоже по культуре, она же заканчивала, по-моему, то ли культ массовый, то ли что она закончила такое. Как Тейсон Майами. Не говорите. Да, и рядом со мной в Майами живут еще и наши питерские ворюги тоже, которых противно видеть. Не без них.